Туркменские чиновники вызвали местных блогеров и инфлюенсеров и поручили им продвигать в социальных сетях представление о счастливой и процветающей стране Туркменистан. При этом полиция предупредила их о том, что распространение любого контента, критикующего страну, запрещено и может повлечь за собой тюремное заключение. Напомним, до сегодняшнего дня режим Бердымухамедова жестко контролирует распространение информации в стране, отслеживая и блокируя независимые новостные сайты, социальные сети и приложения для обмена сообщениями. Однако многие жители страны продолжают использовать технологию VPN и другие инструменты, чтобы обойти интернет-ограничения. В последнем стремлении регулировать контент, который туркмены могут видеть в интернете, государственные чиновники недавно собрали блогеров и инфлюенсеров в нескольких областях и приказали им пропагандировать правительственный нарратив о счастливой и процветающей стране Туркменистан. На условиях анонимности некоторые из блогеров сообщили туркменской редакции «Радио Свобода» о том, что полиция сделала им предупреждение о последствиях распространения ими какого-либо контента с критикой правительства. За такие действия им грозит тюремное заключение. По их словам, чиновники также предупредили их, что даже ставить лайк или комментировать подобный контент запрещено. Это может рассматриваться как антиправительственная деятельность. Те, кого вызвали в полицию, это известные туркменские инфлюенсеры, так называемые лидеры мнений, которые используют Instagram, TikTok и YouTube для размещения видео, продвижения услуг и продуктов, рассказов о себе или выражения своей позиции по различным вопросам. Мне кажется, в Туркменистане нет оппозиции. Примечательно, что Туркменистан неоднократно упоминался как страна с самым медленным интернетом в мире. Британская компания Cable Co. UK в докладе о скорости широкополосного доступа в интернет в мире сообщила, что Туркменистан со средней скоростью интернета 0,5 мегабита в секунду стал страной с самым медленным интернетом из всех 224 стран, опрошенных в 2021 году.